Если в равнинной Ингушетии туман и пасмурная погода, то горная часть республики встречает гостей ярким зимним солнцем и восхитительными пейзажами. До старта чемпионата России по альпинизму остается совсем немного времени, и команды расходуют это время как можно эффективнее. Кто-то все еще на стене, другие же альпинисты, уже пройдя свой тренировочный маршрут, отправились на экскурсию по Джейрахскому району. К слову, здесь есть на что посмотреть, а пока в альплагере Кязи вовсю идут подготовительные работы. Очень хорошо сейчас активно включаются в работу все буквально службы, и МЧС, и администрация района подключена. Подключены здесь и спорткомитет, и мы находим поддержку. Мы находим большую поддержку, мастерство и профессионализм, проведенное спортивных масштабных мероприятий, будет с каждым годом все больше и больше расти. Благодаря нашему опыту совместной работы с администрацией и с правительством, я думаю, что в этом районе есть большие перспективы. Участников чемпионата ждут 17 маршрутов различной категории сложности. Впрочем, даже во время тренировочных восхождений некоторые команды выбирают самые труднопроходимые участки. Так, например, команда из Архангельска проходит сложнейший маршрут под названием Дора. Маршрут Дора. Стартуем вот с этой полки после заснеженного пятна, да, и выходим вверх. Как вы видите, отсюда идут маршруты 6-й категории трудности. Видите, все шестерки, это высшая категория трудностей. Во время тренировочных циклов команда из Архангельска взяла один из самых сложных и трудных маршрутов, поэтому шли они по нему 3 дня. А в это время с альпинистами внизу постоянно поддерживают связь. Есть строго установленное время, когда спортсмены связываются с судейским штабом. Как, например, в полдень это сделала команда из Архангельска. Архангельск, база на приеме! Архангельск на связи. Давай информацию. Пролезли 2 веревки, еще одна веревка осталась до выхода на крышу. Ну поняла. Чемпионат стартует 25 января, а на следующий день начнется первый этап под названием «Школа». Он пройдет уже на известном поклонникам скального альпинизма массиве Кав-Доломит. Там уже прочерчены маршруты, и к прибытию спортсменов все готово. Вершина, напротив которой мы находимся сейчас, представляет очень разнообразный спектр классических скальных сложных технических маршрутов от 5 до самой высокой 6-й Б категории трудности. На чемпионате будут представлены участникам все маршруты по выбору, и они будут проходить этот маршрут уже на зачет. В этом году участие в чемпионате примут и 2 команды из нашей республики. Отстаивать честь Ингушетии на престижных соревнованиях для альпинистов – отличная мотивация. Альпинизм для меня все. Альпинизм – это моя жизнь. Ингушетия – это тоже моя жизнь. Я родился здесь, вырос здесь. А сейчас потихонечку в сознании людей меняется отношение к Ингушетии. Я именно переживаю за этот край, потому что очень красивые горы, очень хорошие люди, простые люди. Уже ближе к 3 часам дня горную Ингушетию накрывает густой туман. Это заметно осложняет задачу альпинистам, которые находятся на стене. Впрочем, спортсменам к капризам погоды не привыкать. Самое главное, чтобы все обошлось без травм. А после спуска их ждет старт в чемпионате, и пусть победу одержит сильнейший. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24.